Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Всем привет, и дорогие друзья. Ну что, давненько нас не было, очень давно, можно сказать. И вот сегодня едем в город, по делам, в больничку и все такое. Ну и решил все-таки немножко по дороге выйти к вам, что-нибудь там, поговорим, что ли, хотя бы. Вот. Давно не было нас. Маша, не прячься, выйди, пожалуйста. Всем привет, Маша. Всем привет. Да, вот и Маша тоже вместе. За рулем, как всегда, дядь Вань у нас. В город Коткирос Маша-то сама ездит, а в город есть и дядь Вань. Вот. Давненько не было нас, действительно, очень долго уже. Наверное, крайнее видео было, где мы убирали картошку. После этого я не выходил. Ну и обстоятельства тоже такие были, что немножко жизнь, так сказать, подкачила меня в этом плане. Не было настроения сниматься. А летом приезжала знакомая, односельчанка с Нившира, она тоже на данный момент проживает и всю жизнь проживала в Америке. И вот с ней мы, Елена, и она говорит, я говорю, она пришла навестить нас в гости, и она говорит, что, мол, не снимаешь и все такое. Я говорю, вот так и так, такие события у меня произошло. Она говорит, правильно, не снимай. Дождись, пока немножко полегчает. Как сказать, негатив не надо выливать на зрителей. И получается, что когда не с душой снимаешь, то зачем это делать вообще, да? Вот. И такой период был. Сейчас вкратце, потом уже по пути, пока мы едем, до Сыктывкара еще очень далеко. Сейчас только выехали с Богородского куста, как говорится, и до Сыктывкара еще далеко, и поболтать еще времени ой как много. А я очень, так сказать, не против поболтать. Маша-то у меня молчунья, а я не против поболтать с вами. Вот. И вкратце расскажу, почему мы не выходили и в чем дело такое. Сначала, как вы знаете, у меня была операция, потом вторая операция, и силы вообще не оставалось, даже, какая-то съемка. Хоть немного там осенью и летом, немножко там большой периодичностью я снимал. Потом, знаете, случилось то, что 19 июня у меня отец умер, тоже немножко, и после этого опять такой бам, как бы кувалдой меня. И опять нету настроения ничего делать, ничего снимать, ничего такого. Хотя во дворе там и возился, там мужики работали, помощники мои и все такое. Но снимать не очень хотелось-то опять. Вроде бы вот картошку поснимал, вроде бы уже в то время как бы немножко и отошел, чтобы поснимать. И знаете, да, вроде бы, все равно серьезное событие. Погибла Айда. Она, знаете, как погибла? Вообще ужасно тоже такое. Выпустили погулять. И она бегала во дворе. А потом... Погналась за собакой. Да. Я в доме был, как по рассказам Маши. Говорит, там собака чужая была, вдоль двора бежала, а там у нас заборный столб, столбы эти деревенского забора, эти деревянные столбы. И вот она с разбегу на эту собаку, очень сильный разбег был, на эту собаку набросилась, а собака за долю секунды, как-то она раз и отошла от забора. И Айда прямо не могла затормозить, резко остановиться, и ударилась головой об этот столб. Ее парализовало вообще. Моментально.
моментально. Да, моментально, сразу Она же. Да. потянула, упала и потянула ноги. Ну, вытянула как бы, ну все, парализовала ее. Да. И не сгибаются ничего ноги. Глаз один тоже парализованный, другой кое-как там вроде как шевелился. Шею тоже в один бок свернула. Короче, 3 дня я все ждал, что может, а потом Раиса Ивановна, у меня сестра и Маша ухаживали за ней, кормили с ложечки, поили. Ничего там, не могла ходить, ну, в туалет, ничего такое, ну, ничего не работает, все. И пришлось усыпить собаку. Вроде бы собака простая, но она, я не знаю, меня очень сильно это расстроило, тоже переживал очень сильно. Не могу, ничего не могу делать, настроения нету опять. Этот пустой, гулять выйду, думаю, все уже с ним. Пустую будку эту увижу, и кошмар. Тоже такой вот очередной удар. И еще самый такой мощный удар, это 24 января умерла мама. До этого у меня была операция. Такой удар. А до этого еще Маша операцию сделали на плечо. Она болела очень, плечо болело уже все лето у Маши. Потом сделали ей МРТ и сказали, что порвало сухожилие и делать надо операцию. До этого, до того, как мама умерла, в декабре она поехала на операцию, потом реабилитация, и до сих пор еще впереди еще курс реабилитации. Вот. А 24 января потом умерла мама, и это вообще, это уже получается такой накопительный эффект у меня, что ли, сработал, и вообще кошмар такой. Вот такие события. Пожаловался вам, ну, как не пожаловаться, если надо объяснить что-то, почему и так долго. И многие пишут, отзовитесь. И вот сегодня еду в город, собрался. Так-то я уже, если честно, много раз собирался писать что-то, да, и снимать что-то все не получается. Вот. И на этот раз решили, так сказать, немножко поболтать, поговорить. Вот. Шанги очень мало печем сейчас. И вкусненького тоже. После моей операции все-таки диетическая еда в основном преобладает. Но потихоньку уже наглею. Наглею там где-то шанги, где-то жирную пищу уже я кушаю. В этот год очень быстро все растаяло. Я не знаю. Я вот в своей жизни, и Маша, наверное, не помнит тоже, я не знаю, дядь Вань, помнишь, нет, что так рано, вот второй месяц уже, апрель уже тоже, ведь за 20-е уже. И получается, что вот весь март был такой, и апрель. И вот видите, нигде снега нету. Ну, в лесу, правда, он есть, конечно. А так, отличная погода, вообще суперская погода. Но впереди, говорят, вот и дождь, да и снег на еще, снег с дождем и все такое будет на еще. И пока все равно грядки, они растаяли так-то, как вот здесь по бокам дороги чистая, снега нету. Грядки тоже чистые, уже без снега, но рано еще для севера что-то сажать. Маша даже только недавно посадила рассаду для помидоров. Она очень поздно сажает, но все равно каждый год что-то кушаем, и неплохо еще. Прошлое лето очень много Маша, вот осенью я не снимал как помидоры, летом очень много было помидоры, и огурцы очень много было. Огурцы даже, знаете, не прошлогодние солености, все есть это, и наслоения тоже у Маши нету. Дети почему-то не кушают. Не салаты слабо кушают, и огурцы слабо кушают. Ну, вот в свежем виде только покушать, наверное, надо и приготовить, да и все. Вот меньше, наверное, посажу огурцов. Я люблю очень
помидоры, которые эти, черри и сладковатые. Не красные, а вот это желтые, они такие сладковатые и очень вкусные. А цыпленок, что ли, или как? Да, цыпленок в этом А, году карамелька же. Карамелька. Карамелька, да. Карамельки тоже не Да. вышла сегодня в этом году. Не вышло? Посадила карамельку, не вышла, да. Кукурузу еще тоже не посадили ничего. Ну, имеется в виду, как Это ее? в конце апреля, наверное, буду В рассаде, да, не пока посадили еще. нет, Ну а так, потом все как у нас по плану. Из собак осталась Умка, так Умка гуляет. Раиса Ивановна после смерти мамы в доме в Нившере жила, да, она с Умкой жила. И Маша, когда на реабилитации, она за мной ухаживает, там дядя Ваня ухаживает, и с дядей Ваней ночуем, днем с Раисой Ивановной. Вот. Маша на реабилитацию два курса уже провела реабилитации. В Вежве у нас очень хороший реабилитационный центр. И кто-то может из Вежвы, из этой организации смотрит нас. И я от имени Маши хочу сказать спасибо за хорошее отношение. Маша так хвалила этот реабилитационный центр. И персонал хотим поблагодарить за это. И вот еще особенно благодарим индивидуального, который занимается индивидуальными занятиями, Иван Андреевич. Да, очень хороший, говорит, специалист. И Маша очень, она в восторге от реабилитации. И назначили еще 3-й курс, но уже не 12 дней, а 10 дней. И надеюсь, что, это не зря же это все. Там некоторые движения еще не восстановились у Маши. И все-таки это все восстановится, да. Это потом уже все уладится. Да. И надеюсь, надеемся вообще, эта черная полоса все-таки хотя бы перейдет в серую, а там дальше. Вот. А теперь открою еще, куда мы едем. Я еду к кардиологу, Маша тоже едет к кардиологу, оба записались. Проблемы с сердцем там у меня, с сердечным ритмом, что ли. Как так написали. А у Маши давление скачет, и тоже она заодно тоже решили. Тут у нас такой светофорный пост, так сказать, дорогу. Мост ремонтируют. Вот. И здесь пока стоим. Едем, друзья, дальше. У нас тут где-то поблизости уже это. А что ты, дядя Вань, так медленно едешь? На большой там скорости что-то вибрация появляется, камера трясется. У нас где-то тут должен быть перекресток на Маджу. Родина моей мамы. Мои, это самое, вот дядя Вань там был. Маша, ты была в Мадже? Маджа, вот перекресток на Маджу, да. Вот Маджа написано, вот на правый поворот. Село Маджа, это родина моей мамы. Все братья и сестры у меня там были, а я не был. Вот. Сколько раз проезжал здесь. И все на обратном пути прошлый год, позапрошлый год, и еще там сколько уже ездил, да. На обратном пути надо заехать, потом все некогда, и вот мне 50, сколько мне лет-то, Маша? 53 года, да? 53 года или сколько? 53 года, и, да, 72 года я, 53 года получается, да? В декабре будет 54, да, 53 года. Вот ведь, это самое, склероз не за горами, Маша. 53 года, а я и так и в Мадже еще не был. Вот. На улице такая благодать вообще, но это обманчиво.
Вот кажется, что тепло, вот солнышко светит, небо чистое, голубое такое. А на самом деле северный ветер и ужасно такой неприятный продувает. Вообще не продувает невозможно. И холодно так-то. Еще я не видел ни трясогузку еще, ни скворца. Я не знаю, может быть, уже прилетели, но я не видел. И уток не видел еще. Вот только ехали там, обычно, когда едешь вдоль дороги, там большие лужи, да, и около ручьев и все такое. Там всегда там или утка поднимется, или еще что. Но для уток рано еще, где-то 24-го можно уже, может, верховье рек, там, это самые Лымвы там, и около устьев озера, которые впадают в речку Нившира. Может, там уже кряквы-то есть, конечно, там некоторые. Мост у нас, Каткировский мост, что еще ремонтируется? Это который год уже ремонтируется? Года 3, 2. Два-то точно есть. Вот эту правую сторону отремонтировали, когда в Сыктывкар едешь, и левую сторону. Река Вычегда, речка такая, ой, широкая, красавица. И вон я вот отсюда вижу Маджу. По правую сторону село Маджа там вдалеке видно. Вот. А так еще и не видел. Сейчас проезжаем, друзья, село Коткорос. Заезжать уже не будем, потому что нам надо в город, там к сестре заехать до того, как диагностический центр на прием, надо к сестре заехать и все такое успеть надо. Так-то участки дорог, вы сами смотрите, видите, есть участки, которые, ну, прям вот стакан не разольется. А есть, правда, кошмарные тоже участки. Здесь вроде как нормально все. Так, налево будем, ну, дорога заезд в Коткорос, сам в село. А прямо в Сыктывкар поедем. Снимаю, друзья, на телефон, не знаю, как даже и заснимет этот процесс, потому что телефон шатается. А вот помните, у меня видео были тоже поездки в Сыктывкар, там, по дороге и все такое. Это все я держал телефон в руках. Вот прошло, сколько там лет прошло? 3 года или 2 года, ну 3, скажем, максимум. И уже все, у меня отрицательный, как говорится, результат. Уже на вытянутой реке селфи делать не могу. Ну, вот, все время болеет, что-то съедает, и получается, что движение потерял. Вот это движение держать на весу телефон, на вытянутой руке потерял, не могу. И сегодня такое приспособление там, ну, присоска обычная на стекло, и немного вроде как дергается камера. Ну, не знаю, посмотрим, как все это будет. Как говорится, у меня снова дебют на канале. Дебют видео после долгого перерыва. Вот. Маша все куда-то прячется. Не знаю, что ты пряталась? Что-нибудь расскажи. Я слушаю. Слушаешь? Или не спишь? Я спала, слушаю. Не спишь, слушаешь меня. А я ведь болтун, да? Я наболтаю. Дядя Ваня тоже. Вот, обычно едем, я спрашиваю, кто что сегодня ночью приснилось. Маша, что тебе приснилось? Не рассказывает. Дяде Ване говорю, что тебе приснилось? Он говорит, тоже не помню ничего. А у меня самое главное не спрашивает, что тебе приснилось. Рассказывай. Мне приснился сон, как будто я это самое
с Машей с тобой на рыбалке. Рыбачим. Ловится плотва, ловится елец. Вот. Может, и летом удастся съездить. Вот. Едем по Красному Затону, это уже пригород Сыктывкара. Сказать. Время есть, там. Сегодня не спеша, рано выехали, да. И запись к врачу не так рано. Это обычно у нас всегда так. Запишемся, например, с 8 утра. И вот надо вставать в 4 утра, в 6 надо выезжать, там к 8, чтобы доехали. Да и к 8 не успеешь за 2 часа. Там как, ну, в среднем 2:30 надо ехать с Нившеры, с Тукар. Да плюс еще, пока я пересаживаюсь, там, ой, вставать надо в 4 утра, да, иногда и в 3. А сегодня записались как раз, чтобы не спешить. Да, у меня поездки какие-то все, получается, не так вот просто, чтобы, например, к детям съездить, погулять, или там на праздник куда-нибудь, или в театр, или там еще что-то. Именно уже я заметил, это уже начало раздражать. Если поездка, то обязательно в больницу. Если поездка, то обязательно куда-то в поликлинику, в больницу, там снимок делать, еще что-то. Ну и Маша тоже вот чисто отдыхать даже и осенью вот ездила она в Киров, в санаторий. А так, чтобы Сыктывкар, чтобы просто там съездить детям там погулять или что ли. Ну, пару раз там, наверное, вот, в Еляты, да, что-то там вот съездили и все. Такого нету. А очень жаль. Жизнь летит, как говорится, и надо и поработать, и отдохнуть тоже надо. Дети тоже, говорят, все время это самое ждут, мои старшая, потому что это у них частный дом, и мне очень было удобно там ездить. Вот недавно поговорили, да, тоже. Говорит, это летом приезжайте. Эта дорога идет в Максаковку и в сторону Нювчима. Нювчимским привет. Сергей, Ирина, Алена. С левой стороны, которая дорога, а прямо опять же Сыктывкар. Я сюда ездил крайний раз август, наверное, да? Когда мы ездили к онкологу? В августе, да? К онкологу ездил. Лучше бы, наверное, не ездил, только нервы себе портил. Так, бензин 92 63, 95 66 86 для тех, кто следит там за ценами бензина. Дизельное топливо не успел сказать. А еще и впереди, еще там заправочные есть. Двухколесный транспорт, самое то. В нынешнее время, да? Время, когда бензин, дороже мяса скоро станет. Литр бензина. Поселок Вильтедор или село Вильтедор. Я вот сюда тоже за свою жизнь заезжал один раз, направо вот дорога идет. Когда учился в ДОСААФ, на КамАЗе там с инструктором заезжали, покушали, там столовка была, покушали, ну, вождение у меня было, и говорит, заедем давай в Вильтедор там, в столовку, и там покушали. Мост через Сысолу, речка тоже открытая, это уже речка Сысола. Приезжаем. Но воды мало совсем. Воды совсем мало. Баня. Он баню продает. Взял, поставил во дворе. Не надо рубить труб, там еще что-то. Готовая баня.
Так, поедем через Чит. Если по правую, там через, ну, как бы, по центру там другая окраина города, вернее, там центр уже старый центр, так сказать, старый центр будет. А тут новый центр. Тут светятся сейчас дизельное топливо 78,45, 92 63, 95 66 86. Вот такие цены на данный момент. Все делается, ремонтируют дороги. Ну дай бог, пускай ремонтируют. Дай бог, пускай ремонтируют. А? Тут не надо красный. Почему он тут красный? Почему закроют дорогу? Закроют? Зачем закроют? Компьютер учат. И тогда это не да? Ну тут, наверное, без объезда уже сделают. По бокам, да, есть старые дома, которые, не знаю, собственники есть или нет. Почему их не разбирают? Вот этот дом старый очень. Это, наверное, собственника нету, что ли. А нет, там пластиковые окна установлены. По левую сторону, вот, не могу камеру повернуть, там церковь по левую сторону. Кочманская церковь. Меня здесь крестили. А крестился уже в осознанном возрасте. Мне уже было, как говорится, вот-вот 18 лет стукнет перед уходом в армию. Вот. И это самое такое, ну, совпадение, что ли. И моя одноклассница тоже в этот день тоже собралась креститься. И с нашего класса, получается, мы вдвоем в один день крестились в одной церкви. Это Кочманская церковь. Тут новые трехэтажные дома. Такой тоже поселок. Дома все автономные, автономным отоплением. Вроде бы люди не жалуются, там спрашиваю у некоторых. Вроде бы не жалуются. А вдалеке там он Сыктывкар строится, он башенный кран там виден. Высотки поднимаются, дома. Ну, как бы это и есть хорошо. Пускай, ну, жалко, что только вот села, да, деревни умирают. Ну, в принципе, и Сыктывкар тоже медленно. В общем, население Комы с каждым годом, где-то, я не знаю, это правда или нет, 1015, говорит тот, убыль населения. Это, считай, очень большое село, считай, да. Не знаю, это настолько правда, но где-то я статистику то ли в новостях читал, то ли где-то там по телевизору вроде говорили. Ну, есть такая статистика. В основном у нас уезжают. В последнее время очень много уезжают на юга. В Краснодарский край очень много уезжают. Из деревень уезжают в Сыктывкар. Деревни, сел. А вот с Сыктывкара уже уезжают. Очень много уезжают в Питер. Большой поток. И уезжают вот такой теплые края. Краснодарский край. Я не знаю, куда именно, но в то направлении уезжают. Дома покупают, квартиры, некоторые вообще участки берут, строятся. Есть такие, которые все продали. Например, дом здесь продали, квартиру здесь продали, и дом
купили машину, трейлер. И пока там дом строят, живут трейлеры, ну, дом на колесах. Вот. Это уже дорога такая, Сызральское шоссе. Магистраль такая. А здесь будем сворачивать на улицу Морозова. Я даже в каком-то ролике, где мы тоже ехали, я снимал, рассказывал про улицу Морозова, в честь кого она названа. Раньше эта улица называлась Привокзальная. Теперь в честь имени Ивана Павловича Морозова. Заедем в магазинчик там. Купим что-нибудь там. Немножко перекусить. Ну что, заезжали к тете Рае, к нашей Раисе Ивановне, сестре моей. И потом едем уже в диагностический центр. На Куратова нам надо. По закоулкам Сыктывкара. Это улица Пушкина. С левой стороны будет. Вот здесь с левой стороны коляски получается, ортопедический салон, что ли. Вот здесь я коляски получаю. И еще с левой стороны же такой больничный городок, республиканская больница, где я очень много времени тоже провел. С 96 по 2000 год, каждый год 2 раза по 21 день лежал. Я не знаю, может быть какая-то польза была, но все равно болезнь, как говорится, меня удалила. Вот. Теперь не езжу. Трудно в больнице там, когда не можешь. Если только быть очень-очень там операция или еще там какой-то угрожающей жизни болячка. Положат. Это улица Гаражная. Раньше здесь очень много было. Здесь, я не знаю, сейчас Спогата, наверное, нету, да, Спогата? Тут вот УАЗ-центр, ритуальные услуги есть. Но здесь промышленный центр как был. А вон КамАЗ, УАЗ. Так что, раньше было такое предприятие Спогат. А с левой стороны все еще вот этот больничный городок. Дальше вот тут онкология, да, онкологическая больница, потом инфекционка где-то там внутри. И заключение там тубдиспансер. И вы не поверите, я в этом тубдиспансере лежал когда-то. Мне поставили диагноз саркоидоз, короче, и до сих пор он есть, он никуда не денется. И в то время почему-то с заболеванием саркоидоз ложили в тубдиспансер. Там говорят, чистое отделение. Я на дневном стационаре, так сказать, был. Вернее, друзья, не мог есть, не пить здесь. Я быстренько уколы сделал, капельницу делал и обратно шел домой. А сейчас уже говорят, что с этим заболеванием саркоидоза в пульмонологии только лежат.
все пустое. Снега нету, но и деревья еще зеленеть очень-очень рано. Травы еще нет. У нас только на огороде этот гусиный лук растет, а он вот зазеленил. Даже в Сыктывкаре. А здесь обычно на недели две, а вон зелененькая трава вижу, только-только проявляется. Обычно здесь на недели две раньше зелень выходит. Это церковь. Камера низко показывает, тоже не вижу. Да, друзья, Христос воскресе, до сих пор ведь до Вознесения надо Христос воскресе говорить. Я вот забыл, что вам надо. Но это церковь, наверное, не православная, да ведь? Нет, наверное. Православная церковь здесь в Очпане, потом на Ленина собор, потом еще есть в Фируле. Может быть, еще там есть. Но это, наверное, не православная церковь. Но тоже там христиане. Христос воскресе, прям написано там. Это уже едем по улице то, что надо, как говорится. По Куратово едем. И на Куратово же и находится диагностический центр. Раньше очень, вот когда он только-только появился, очень котировался такой, очень, ну, как бы, ну, все мечтали сюда, ну, как бы, попасть, чтобы врачи посмотрели там, диагностику пройти, все такое довольно такое. Сейчас не знаю, сейчас я мало езжу сюда. Дядь Вань, он ездил тоже сюда. Нет? А, ты в кардиоцентр ездил. Кардиоцентр ездил. Ну, я ездил это в 24 году, когда прихватила этот желчный, да, не помогли. Мне прописали пить это самое желчегонное, а оказывается категорически нельзя было этого делать, потому что там забит был проток, и у меня там все загноилось. Желчный загноился, кое-как и смогли спустя очень долгих манипуляций смогли только удалить. 2 этапа. Совсем чуть-чуть осталось. Этот перекресток, наверное, и потом все. Уже, наверное, будем доезжать. Не знаю, там где-то место есть, нет нам припарковаться. Ну, главное мне слезть оттуда, а потом там. Ну, куда-нибудь там ближе к этому. А тут места нету, блин. А даже сюда забраться-то откуда будем забираться? Вот здесь, и там где-то заберемся потом. Ну вот, я и говорю, здесь куда-то вот сюда воткнуться. Ну все, доехали. Ну что, друзья, все, как говорится, на сегодняшний день у меня все. Ну что там, сделали УЗИ сердца, УЗИ сосудов, УЗИ артерий нижних конечностей. Дальше, что еще сделали?
мониторинг повесили. И завтра опять ехать, но снять вот этот монитор. Я говорю, научите меня, я сниму и отправлю с женой. Нет, говорит, аппарат дорогой, вы там сломаете что-то. Что я там могу, в принципе, сломать? Присоску оторвать, что ли? Я не знаю. Ну, короче говоря, не разрешили самому снять. Придется завтра обратно ехать. И еще послезавтра ехать. На прием уже повторный к кардиологу. Вот. Вот такое путешествие у нас сегодня. Маша тоже там. Ну, Маше тоже много что назначили. То же самое УЗИ там, УЗИ сердца. УЗИ, ну, сосудов шеи, вен шеи, да что-то. Да. Эхо, УЗИ, это сердца же, наверное, нет? Эхо тоже сказали сделать. Вот. Ну, короче говоря, полный техосмотр. А дальше что-то. Ну, ноги синеют у меня, сказали, что это сосуды не забиты от сидячего образа. Но ведь многие же сидят. Уйма колясочников, которых я знаю, у которых ноги не синеют. А у меня прям они черные, не просто синие, а кошмарные синие. Прям вот черные, черноватые такие. Именно ступни. Вот. Может быть, где-то придавливает. Сейчас купим сахар еще и поедем, наверное, уже домой. Сыктывкар наш еще поснимаю по дороге там. Правда, камера смотрит это самое слишком вниз. Солнечно на улице, но никто еще в футболках, да, не ходит. Все в теплых таких курточках еще, капюшон сверху. Потому что прохладно, очень даже прохладно. По ночам такие вообще очень холодно. Ну, вроде бы мы уже на обратной дороге, пока еще едем по Сыктывкару, но закупились сахаром, там 65 рублей, что ли. Ну, 64,99, 65 рублей за килограмм. Сахар белый кристаллический. Вот так. Будем уже выезжать потом. У меня вот эти вещельки там висят, не знаю, слетят или нет под рубашкой эти. 10 датчиков там. Как робот сегодня. Ну, наверное, это видео потом будем заканчивать уже. Обратную дорогу-то что, я уже снимать не буду. Полсцены. Уже снимаю. Ну, хотел Лемью заснять, да. Новый мост там, да. Уже не буду, наверное. Ну, а основное видео буду заканчивать. Вот. Рассказал, почему мы не выходили и что у нас делается, что творится. Вы видите, снег растаял уже давно все, но пока еще рано. Земля мерзлая, Маша еще даже цветы ничего не вынесла на улицу. Вот. И будем жить дальше. До новых рассветов. Встречайте рассветы. И пускай они всегда будут добрыми. А мы едем дальше. До дома уже потом. Было время здесь гуляли, было время здесь влюблялись, было время здесь водку пили, да? Дядь Вань? Не пили. А? Не делают. Как не пил? Вино, водку. Сколько времени там уже? Сколько времени? 16? Да? Минут 15. 4 часа. Ну, довольно-таки долго уже прогуливаемся.